Более 39 тысяч человек в Коми вовлечены в добровольческую деятельность. Цифра была озвучена на заседании Координационного совета при главе республики по поддержке волонтерства. В преддверии Дня добровольца в регионе подвели итоги реализации проекта «Социальная активность». А волонтеры рассказали о главных проектах этого года. О самых активных и бескорыстных. Евгений Стокос. Они – цвет любой нации, ведь творят добро бескорыстно. 5 декабря в мире отмечается Международный день добровольца. Самое время подвести итоги работы за год. Сегодня в Коми волонтерством занимаются люди разных возрастов и достатка. Всего почти 40 тысяч человек. На региональном уровне функционирует региональный ресурсный центр поддержки добровольчества в Доброштаб Республики Коми, который еще в январе 2021 года прошел сертификацию Ассоциации волонтерских центров России. Налажена системная работа 18 муниципальных ресурсных центров, в которых сформированы волонтерские команды. В этом году волонтеры сопровождали самые крупные проекты республиканского масштаба. От голосования за объекты комфортной городской среды и поезда Победы до столетия республики и первых арктических дельфийских игр. Каждый год волонтеры работают на спортивных мероприятиях. Благодаря победе в федеральном конкурсе «Регион добрых дел» Сыктывкарский университет имени Петерима Сорокина смог реализовать новый волонтерский проект «Путь профессионала. Обучение через служение». Он охватил несколько сотен студентов. Обучаясь в университете, получая профессиональные навыки по тому или иному направлению, студент имеет возможность окунуться в волонтерскую деятельность, связанную с его профессиональной деятельностью, тем самым попробовав себя уже частично в своей сфере работы будущей и напрямую связаться с благополучателями. Заявку Коми на конкурс «Регион добрых дел» этого года тоже отметили. Республика получит еще более 9 миллионов рублей на развитие добровольчества. За 3 последних года в Коми стало на 17 тысяч больше волонтеров. Как отметил Владимир Уйба, они, не щадя себя, работают в самые сложные периоды нашей жизни. Все мы помним, как активно работали добровольцы в период пандемии, как помогали одиноким людям, пенсионерам, да, в общем, всем, кому была нужна помощь. С начала проведения специальной военной операции волонтеры точно так же откликнулись на акции по сбору вещей, продуктов, товаров первой необходимости. Волонтеры трудятся и на горячей линии по вопросам мобилизации. Уже отработали более 1000 обращений. Помогают люди по-разному. Кто-то поддерживает консультации, кто-то делом, а кто-то вещами для призванных по мобилизации. Где-то вяжут носки, где-то мастерят печки-буржуйки. Студенты Сыктывкарского политехнического техникума помогли сделать ремонт жене мобилизованного и продолжают шить теплые толстовки для наших военнослужащих. Стать волонтером по поддержке СВО может любой желающий, подав заявку через портал Добро.РФ. На сегодняшний день на портале зарегистрировано 157 добровольцев от Коми, которые помогают семьям бойцов. При этом их помощь будет востребована и в будущем, отметил глава Коми. Пользуясь случаем, конечно, хочу поблагодарить уже за ту работу, которая проведена и которая еще предстоит очень большая. Понятно, что это достаточно долгосрочная история, потому что будут возвращаться наши ребята. Значит, это еще один будет новый этап помощи уже психологической, реабилитационной. С годами появляются все новые формы поощрения добровольчества, но и без них волонтеры продолжают помогать нуждающимся, искать пропавших, ухаживать за больными, спасать животных. Список внушительный. И помогать им – наша общая задача, ведь ни один человек наперед не знает, когда ему понадобится помощь. Евгений Стокос, Дмитрий Ведерников, Юрган.